а в мыслях возвращаюсь к ней, к России с васильковыми очами. Россия, Кыргызстан, сестра и брат, идете вместе вы одной дорогой, и дружбы вашей длинная река во все века пусть будет полноводной, пусть будет ваших душ всегда раскол. Два берега одной реки могучей, и пусть цветут поля из васильков, и никогда не будет неба в тучах. Россия, Кыргызстан, сестра и брат, идете вместе вы одной дорогой, и дружбы вашей длинная река во все века пусть будет полноводной, пусть будет ваших душ всегда раскол. Два берега одной реки могучей, и пусть цветут поля из васильков, и никогда не будет неба в тучах. Россия, Кыргызстан. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, 12 июня 2020 года, на сцене Кыргызской национальной филармонии нас собрал замечательный праздник – День России. День России можно считать одним из главных государственных праздников современной России. России многонациональной, единой, могучей, бескрайней, гостеприимной, которая протягивает руку дружбы и раскрывает объятия всем народам и соседям, всем, кто желает жить на земле мирно. Саламатсыздарбы. Бүгін 12 июнь Тоқтоғұл Сатылғанов атындағы Қырғыз ұлттық филармониясына керемет майрам бізді біріктіріп отырады. Бүгін Орусия күні. Орусия көп ұлтты өз құшағына қамтыған, ынтымақты, меймандос, достыққа бекем, бардық елгеле, қоңшыларына қолын сынып, дайым чексіз мейірімін төгіп келеді. Ну, о кыргызско-российской дружбе говорят не только газетные заголовки и новостные репортажи на телевидении, но и реальные дела. А лучшим показателем единения дружбы между народами наших стран является проведение перекрестного года между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой. Россия жана Кыргызстандын достугу тууралуу айтпасак дагы белгилүү. Анын жогорку көрсөткүчү катары Россия Федерациясы жана Кыргызстандын ар кыл алакасын айтсак болот. Для торжественного открытия праздничного концерта, посвященного Дню России, на сцену приглашаются министр культуры, информации и туризма Кыргызской Республики Азамат Капарович Джаманкулов и чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Киргизской Республике Николай Николаевич Удовиченко. Орусия күнүнө арналган концертибиздин салтанаттуу аземин ачыш үчүн сахнага Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасындагы атайын ыйгарым укуктуу өкүлү Николай Николаевич Удовиченкону жана Кыргыз Республикасынын маданият жана маалымат жана туризм министри Жамангулов Азамат Капаровичти чакырып алсак. Дорогие друзья, звучат государственные гимны Кыргызской Республики и Российской Федерации.
Уважаемые гости, уважаемые друзья, уважаемый Николай Николаевич, сердечно поздравляю вас с Днем России. С недавних времен Кыргызская республика, Российская Федерация является крепкими друзьями и надежными партнерами. Стратегическое партнерство Кыргызстана и России придает большой импульс направлению развитию сотрудничества на евразийском пространстве по укреплению межкультурного диалога, взаимопонимания и дружбы между братскими народами Кыргызстана и России. Благодаря совместным усилиям Кыргызстана и России народы наших стран становятся все ближе, познавая богатые культуры и традиции друг друга. Растет взаимопонимание по важным вопросам мировой и региональной политики, наращиваются торгово-экономические связи и социально-культурные контакты. Как вам известно, сегодня множество граждан Кыргызстана проживает на необъятных просторах российской державы, учась и работая во благо России. Для меня большая честь поздравить вас, так как текущий год был ознаменован президентами Кыргызской республики Сооронбай Шариповичем Жээнбековым и президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным перекрестным годом Кыргызской республики в Российской Федерации и Российской Федерации в Кыргызской республике. Мы выражаем надежду, что со временем стабилизации ситуации мы с российскими партнерами совместными усилиями приступим к активному и целенаправленному проведению мероприятий, предусмотренных сводной программой перекрестного года. В этом году нашими сторонами запланировано проведение множества совместных мероприятий, где участие, зрительские симпатии и теплые отзывы на местах станут самыми важными показателями в деле продвижения межкультурного диалога. Конечно, главным объединяющим фактором в диалоге и дружбе Кыргызстана и России выступает общий язык и общая культура, общая история, которые, несомненно, способствуют укреплению Межгосударственного союза. От всей души желаю вам мира, благополучия, здоровья и процветания. Поздравляю вас еще раз с Днем России. Уважаемый Азамат Капарович, дорогие друзья, от имени посольства Российской Федерации в Кыргызской Республике сердечно приветствую наших уважаемых телезрителей и участников праздничного концерта, который проводится в рамках перекрестного года России и Кыргызстана и посвящен Дню России. Россия сегодня – это современное многонациональное государство с уникальным историческим и культурным наследием. В России с Кыргызстаном сложились добрососедские, союзнические отношения, которые мы развиваем на взаимовыгодной и равноправной основе. Россия и Кыргызстан активно участвуют в интеграционных процессах на евразийском пространстве, выступают за дальнейшее углубление интеграции и сотрудничества. Новая ситуация, в которой сегодня мы все оказались, заставила подкорректировать планы проведения перекрестного года, но я убежден, что из всех испытаний мы выйдем окрепшими и неизбежно реализуем все намеченное. Выражаю искреннюю признательность организаторам и участникам праздничного концерта, проведение которого является демонстрацией нашей непреклонной воли и свидетельством исключительной атмосферы взаимных отношений. Хотел бы пожелать всем доброго здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. С праздником, с Днем России! Большое спасибо, Николай Николаевич, Азамат Капарович.
Чоң рахматыбызды айталы. Менче дал ушул жерден кол чабуулар болуп, дал ушул инсандарды узатып алмак болушубуз керек. Негизи достор, биз ар кыл тилде сүйлөп, ар кандай ырларды аткарабыз. Бирок Россияга болгон сүйүүбүз бирдей. Биз бийлеп обон созгондо биздин тилибиздин башка экендиги эч качан жолтоо болбойт. Ошол себептен биз бүгүнкү концертибизди достук ырлары деп атадык. Дорогие друзья, все мы разные, мы говорим на разных языках, поем разные песни, и для каждого из нас огромный мир, в котором мы живем, простуженный ветрами и умытый ветрами, в бриллиантах росы и позолоте солнца, расцвечен всеми яркими красками радуги. Но мы одинаково любим Россию, а когда мы вместе поем и танцуем, то и разный язык общения нам не помеха. И именно поэтому наш праздничный концерт мы назвали «Песни дружбы». И продолжает его сегодня народный образцовый ансамбль танца «Шатык» под руководством заслуженных деятелей культуры Кыргызской республики Сырги Латыповой и Эрика Латыпова. Концертибизди Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгеги сиңирген ишмерлер Сырга Латыпова жана Эрик Латыпов жетектеген элдик үлгүлүү Шаттык би ансамбле баштап берсин. Кыргыз бии.
народный образцовый ансамбль танца «Шатык». Шаттық элдик үлгілі би ансамблі. Дорогие друзья, как вы заметили, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, наш сегодняшний концерт, к сожалению, проходит без зрителей. Но зато я уверен, что нас сейчас смотрят многотысячная аудитория телезрителей во всех уголках Кыргызстана. А ценность и уникальность сегодняшнего концерта заключается в том, что многие номера будут звучать в исполнении кыргызских и российских исполнителей в онлайн-режиме. И как это будет интересно, вы увидите прямо сейчас. Достор, азыр бізде миңдеген телекөрүүчүлөрүбүз Кыргызстандын булуң бурчунан көрүп жатат деп ишенемин. Бул концертте кыргыз орусиялык аткаруучулары онлайн режиминде өзүнүн талантын тартууламакчы. Баары алдыда, андыктан биз менен болууга чакырамын. Вас приветствует солистка театра оперы и балета имени Абдела Самалдыбаева, лауреат международных конкурсов Ирина Рыбина и солисты Государственного академического ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной под руководством главного дирижера, обладателя премии «Имперская культура» Дмитрия Дмитриенко. «Гляжу в озера синие». Сиздерди Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын солисти, эл аралык конкурстардын лауреаты Ирина Рыбина жана Людмила Зыкина атындагы мамлекеттик академиялык Россия ансамблинин солисттери, ошондой эле ансамблдын көркөм жетекчиси жана башкы дирижеру, Имперс маданияты сыйлыгынын ээси, эл аралык конкурстардын ээси Дмитрий Дмитриенко «Гляжу в озеро синее» чыгармасын аткарып беришмекчи. Встречайте. Гляжу в озера синие, в полях ромашки рву. Зову тебя, Россию, единственной зову. Спроси, переспроси меня, милее нет земли. Меня здесь русским именем когда-то нарекли. Гляжу в озера синие, в полях ромашки рву. Зову тебя, Россию, единственной зову. Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой. Грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой. Красу твою не старили ни годы, ни века. Иванами да Марьями гордилась ты всегда. Не все вернулись соколы, кто жив, а кто убит. Но слава их высокая тебе принадлежит. Красу твою не старили ни годы, ни беда. Иванами да Марьями гордилась ты всегда. Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой. Грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой.
земля моя, и праздновать с тобой. Үч буро, жалғыз тек, үш қылы қомыз, чертілбейт, күйгө келбейт, чебер қолсыз. Сағынышты дағы, тарынышты дағы, шартылдаған гү, шайыр күлкілер жеңет. Ал эми азыр сіздердің назарыңыздарда Ақақ қомызчылар ансамблін шақырып қоюға рұқсат етіңіздер. Достық Папорисе ансамбльдің көркем жетекчisi Сүйірқұлова Ирина. И от скуки, и от грусти могут вылечить нас всех озорных мелодий звука и камузов звонкий смех. В исполнении ансамбля камузистов «Акак» под руководством Ирины Суиркуловой звучат попурри дружбы.
Хомусчылар ансамблі көркөм жетекчиси Ирина Сүйөркулова. Орусия менен Кыргызстандын ынтымак арашкерлиги дайым арта берсин. Бизди терең тарыхыбыз жана маданиятыбыз дайым бириктирип келет десек жаңылышпаспыз. В сопровождении солистов Государственного академического ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной для вас поет лауреат международных конкурсов Адис Ординатов «Соловьи России». Эмесе алдыңыздарга Адис Ординатовты чакырып коюга уруксат этиңиздер. Бродил в полях подростка, я в свете утренней зари, зажгли во мне любовь к березкам моей России соловей, соловей. Сев на краюшке скамьи, и над моей любовью пели, моей России соловьи, соловей, соловей, моей России соловьи. Дымились дальние дороги, гремели ближние бои, со мной делились все тревоги моей России соловьи, соловьи. России соловьи, и убеленной сединою я вновь иду в поля твои, чтоб вечно пели надо мною моей России соловьи. Соловей, соловей, моей России соловьи. Еще раз добрый день. Мы приветствуем всех телезрителей, кто сейчас находится в прямом эфире и смотрит праздничный концерт, посвященный Дню России. Напоминаю, что мы вещаем на телеканале «Маданият» и телеканале ОТРК. Эмесе Орусия күнүнө арналган дал ушундай жаркыраган майрамдык концерттен көрүүчүлөрдүн бардыгына зор салам айталы. Монолог «Каныкей», написанный народным писателем Кыргызской Республики, заслуженным деятелем культуры Маратом Байджиевым, для вас прочитает заслуженная артистка Кыргызской Республики Шайгуль Алсеитова.
Кыргыз эл жазуучусу, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгеги сиңген ишмер Марбайжиевдин калемине таандык Каныкейдин монологун Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Шайгүл Алсеитова аткарат. Жена Манаса Каныкей, средь смертных нет ее милей, верней всех верных жен она, стройна, как лебедь и нежна, бухарского эмира дочь, беде готовая помочь, смиряла всех, где был разлад, в Таласе вырастила сад, сама здесь воздвигала храм. Когда Манас был ханом хан, создал могучий каганат, в державу гор во плот степей собрал кыргызских сыновей, была с ним рядом Каныкей. Теперь несчастную вдовой, грудного сына взяв с собой, должна покинуть этот край, так было велено судьбой. В далекий отправляясь в путь, при звездах в тишине ночной, свекровь и сына взяв с собой, рыдала горько Каныкей. Прощай, земля моя Талас, в краю другом я родилась, но здесь познала я любовь, и жизнь, и счастье, и власть. Была Манасуя женой, Шахиней гордой рабой, подругой доброй и судьей. И вот я покидаю вас, долины рек Кенкол Талас, где спит любимый мой Манас, с ребенком серым и вдовой, знать так поверено судьбой. В душе тоска, страдание, грусть, слезой последнюю клянусь, живой или мертвую к тебе, я обязательно вернусь. Как возмужает Семетей, узнает о судьбе своей, кем был его отец Манас, что родина его Талас. Когда я буду умирать, пусть даже на краю земли, родным я буду завещать, чтоб прах сюда мой привезли, у ног Манаса погребли. Так полюбила я душой народ кыргызский мой родной. Прощайте, горы и леса, долины, реки, Джайло, прощай, седой мой Алато, прощай, земля, прощай, народ. Молиться буду по утрам, чтобы хранил Создатель сам от войн кровавых и невзгод, от бед стихийных нищеты, от зависти, коварства, зла, чтоб не было сирот и вдов, борьбы за власть между родов. Сняла свой траурный платок и, взяв с Таласа горсть земли, связала в крепкий узелок и, бросив взор, последний раз в слезах покинула Талас. И вновь в нашем концерте российско-кыргызский дуэт, я бы даже сказал так, золотые тенора России и Кыргызстана, лауреат международных конкурсов Евгений Южин и заслуженный артист Кыргызской республики Тилек Найманбаев.
Орусия жана Кыргызстандын достугу жашасын. Эмесе эки өлкөнүн алтын үндөрүндө ушул сахнага чакырып алууга уруксат этиңиздер. Эки өлкөнүн эмгек сиңирген артисттери Евгений Южин жана Тилек Найманбаев метелица ырын аткарат. Приятную красоту, на твое лишь что намелое лицо. Ты постой, постой, красавица моя, дозволь наглядеться, радость на тебя. На тебя и постой, красавица моя, дозволь наглядеться, радость на тебя. Отрадно, что многие кыргызстанцы в своем сегодняшнем творчестве, в литературных и музыкальных произведениях, в живописи и прикладном искусстве продолжают лучшие традиции национальной отечественной культуры, воспевая свою родину. И самым ярким примером этого является коммузистка, танцовщица, спортсменка и просто красавица, лауреат международных конкурсов, отличник культуры Кыргызской республики Мария Наумова. Мекенден өткөн байлык жок. Маданияттын ар кыл түрүндө биз аны барктап келебиз. Ал эми азыр сахнада комузчу, бийчи, көптөгөн таланттардын ээси Мария Наумова Оз комузда өзүнүн чыгармасын тартууласын. Тосуп алыңыздар.
Olur da olmazsa vurdum yarım beri nakam oy. Ova davul yava davul türep çillep beri nakam oy. К нашему праздничному концерту присоединяется Алтайский край и наши друзья, инструментальная группа государственного ансамбля танца «Огоньки» имени Гарри Полевого, Государственной филармонии Алтайского края города Барнаул и солистка театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева Оксана Шутова. «Ивушка» – так называется их совместная композиция. Биздин концертибизге алтайлык досторубуз дагы кошулду. Огоньки аспаптык тобу жана Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын солисти Оксана Шутова. Зорька золотая светит
речки наклоненная, ты скажи, не тая, где любовь моя? Ну а следующая композиция нашей программы, вошедшая в золотой фонд советской и российской эстрады, не только не потеряла своей красоты в наше время, но и благодаря заслуженной артистке Кыргызской республики Каныкей Раймалиевой зазвучала по-новому. «Я не могу иначе», так называется эта прекрасная композиция. Россиялық жана советтик алтын фондко катталган, бүгүн дагы өз кереметін жоготпой келген керемет чыгарма «Я не могу иначе» чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Каныкей Раймалиева аткарат. Без тревог, ни сна, ни дня, где-то жалейка плачет. Ты за любовь прости меня, я не могу иначе. Я не боюсь обид и ссор, в речку обида канет. В небе любви такой простор, сердце мое не камень. Ты заболеешь, я приду, боль разведу руками. Все я сумею, все смогу, сердце мое не камень. Я прилечу, ты мне скажи, бурю пройду и пламень, лишь не прощу холодной лжи, сердце мое не камень. Видишь, звезда в ночи зажглась, шепчет сынишке сказку, только бездушье губит нас, лечат любовь да ласка. Я растоплю кусочки льда сердцем своим горячим. Буду любить тебя всегда, я не могу иначе. Буду любить я вас всегда, я не могу иначе. Каныкей Раймалиева. 6 июня и в России, и в Кыргызстане отмечалась 221-я годовщина со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В связи с этим Министерством культуры, информации и туризма Кыргызской республики и представительством Россотрудничества в Киргизии были проведены конкурсы «Читаем Пушкина» на русском и на кыргызском языках. Хочется отметить, что в конкурсах приняло участие немалое количество участников, среди которых большинство молодежи, а также общественные деятели и деятели культуры двух стран. Продолжая наш концерт, хотелось бы вспомнить слова замечательного русского поэта Анны Андреевны Ахматовой и ее слова, обращенные к Пушкину. «Он победил и время, и пространство». Эти слова свидетельствуют о жизненности пушкинской поэзии, которая всегда будет для нас настоящим источником открытий и вдохновений. 6 июнь күнү Орусияда жана Кыргызстанда улуу акын Александр Сергеевич Пушкиндин 221 жылдыгы белгиленди. Эки өлкө алакасынын аркасында Пушкинди окуйбуз конкурсу өткөрүлдү. Катышуучулар бир гана маданият өкүлдөрү, коомдук ишмерлер гана болбостон, дагы башка көптөгөн инсандар болду деп айтсак жаңылышпаспыз.
Ну а сейчас вновь на связи Россия и знаменитый российский телеведущий, спортивный комментатор Первого канала Виктор Гусев. Нет, сегодня он не будет комментировать футбол, а прочитает стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «К Чаадаеву» на кыргызском языке. Азыр болсо биз менен байланышта Орусиялык биринчи каналдын белгилүү теле алып баруучусу, спорт комментатору Виктор Гусев Александр Сергеевич Пушкиндин «К Чаадаеву» чыгармасын аткарып бермекчи. Виктор Михайлович, вам слово. Чадаевге. Махаббат үмүдда данк дагы, безди узак алдап туралбай, балалык кумары таркады, танкы туш, танкы тумандай. Бийликтен азап тартасак да, түнүлбөй бирда бирибиз, эленип умтулуп максатка, нөкенде инта делибиз. Келсе деп болжашкон асылын, жүрөккө толуп сынгыныч, күткөндөй жаш бозой ашыгын, эркендик, күткөн чыгыбыз. Азатыкты көксөп жанабыз, арнамыз күчтүү экенде, инагдос арыбайлы барыбыз, жандылды йийик мекенге. Ишен дос, арыбайлы барыбыз, талайдын жылызды жар кетип, Россия ойгонот, аскалды, ураган бийликке жалпы тип, жазышат, биздин атарды. Продолжая тему дружбы между народами России и Кыргызстана, хочется сказать, что осенью этого года в Бишкеке планируется к проведению 4-й международный конкурс молодых исполнителей русского романса «Среднеазиатская романсиада». Единственный в Средней Азии конкурс исполнителей русского романса, организаторами которого являются РЦНК в Бишкеке, Московский дом романса при поддержке Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики. О высоком статусе конкурса свидетельствует тот факт, что за 3 года проведения из республиканского масштаба он превратился и вырос до международного и межгосударственного. А победители Среднеазиатской романсиады принимают участие в финале Московского международного конкурса молодых исполнителей «Романсиада», где неизменно становятся лауреатами этого конкурса, а после выступают на главной сцене России в Кремле. И в нашем концерте дружеский дуэт лауреатов Московского международного конкурса «Романсиада», заслуженного артиста Республики Татарстан Альберта Джалилова и лауреата международных конкурсов Мирана Жанарбаева. Дал ушундай инсандарды дал ушул сахнабызга чакырып алсак, Татарстандын эмгек сиңирген артисти Альберт Джалилов жана көптөгөн конкурстардын лауреаты Миран Жанарбаев ырдап берет. Что ж вы головы повесили, соколики? Что-то ход теперь ваш стал уж не быстрёгонек. Аль почуяли вы сразу моё горюшка? Аль хотите разделить со мною долюшку? Не печальтесь, не кручитесь, все поправится. Прокатите побыстрее, все забудется. Раз любила, ну так что ж, стал ей больше не хорош. Буду вас любить, касатики мои. Но
Отгоните прочь тоску, мы найдем себе другую раскрасавицу жену. Эх, бывало, к ней приедешь, да обнимешься, поцелуешь, приласкаешь, приголубишься. Как бывало с нею на сердце спокойненько, коротали вечера мы с ней до зореньки. А теперь лечу я с вами на орелике, коротаю время с вами, горемычные. Видно, мне так суждено, да не знаю я за что. Так забудем мы про все. А ну, быстрей летите, кони, отгоните прочь тоску, мы найдем себе другую раскрасавицу жену. Полюбился в моей крале здесь богатенькой, отдала ему покорно все за златенький. А когда-то мне клялась со мной навеки быть, обещала никогда меня не разлюбить. А теперь ласкает и целует старика. Знать забыла моя краля Ваньку ямщика. Даже думать я боюсь, своей мысли я страшусь. Отомстить хотел бы ей, да Бог уж с ней. Но быстрее летите, кони, отгоните прочь тоску, мы найдем себе другую раскрасавицу жену. Мы найдем себе другую раскрасавицу жену. Прежде чем объявить следующий номер нашей концертной программе, хотелось бы вспомнить сегодня о человеке, который является неоспоримым примером для всех кыргызстанцев и который внес большой вклад в развитие кыргызской и даже российской культуры. Имя этого человека – Булат Абдулаевич Минжелкиев, народный артист Советского Союза. 23 апреля этого года ему исполнилось бы 80 лет. Всю свою творческую жизнь он посвятил двум театрам – Кыргызскому национальному академическому театру оперы и балета имени Малдыбаева и Государственному академическому Мариинскому театру оперы и балеты в городе Санкт-Петербурге. И сегодня в память об этом замечательном человеке в нашем концерте звучит один из его любимых русских романсов «Гори, гори, моя звезда». А исполнит нам его лауреат международных конкурсов Данияр Далатбаков и солисты ансамбля «Россия».
Болот Меңжилкыев Кыргызстандын жана Орусиянын маданиятына зор салымын кошуп, эки элге көпүрө болгон зор талант эле. СССРдин эл артистинин көзү тирүү болгондо быйыл 80 жашка толмок. Абдулас Малдыбаев атындагы Кыргыз Улуттук академиялык опера жана балет театрына жана Санкт-Петербургдагы мамлекеттик академиялык Маринск театрына өзүнүн өмүрүн арнаган. Дал ошондой өзгөчө зор таланттын сүйүктүү романсын сиздер үчүн Данияр Долотбаков арнап өтсүн. Гори, гори, моя звезда, звезда любви, приветная. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Сойдет ли ночь на землю ясная, звезд много блещет в небесах, но ты одна, моя прекрасная, горишь в отрадных мне лучах, но ты одна, моя прекрасная, горишь в отрадных мне лучах. Твоих лучей небесной силою вся жизнь моя озарена. Умру ли я, ты над могилою гори, сияй, моя звезда. Умру ли я, ты над могилою гори, сияй, моя звезда. Данияр Долотбаков. Русская песня. Сейчас кажется, что никогда и не было начала и никогда не будет конца. А вот на вопрос, сколько же будет жить русская песня, наверное, могут ответить все вечно. И недаром народная мудрость гласит, в русской песне живет душа русского народа. Для вас поют народная артистка России Надежда Крыгина и солисты ансамбля песни «Сувенир» Управления культуры мэрии города Бишкек, художественный руководитель, заслуженный артист Кыргызской республики Владимир Тулин. «Косынка» — так называется их совместная композиция. Орус ыры негизи аны эч качан аягы болбосо керек. Ал түбөлүктүү деп айтсак жарашат. Азыр сиздердин назарыңыздарга орус эл артисти Надежда Крыгина жана «Сувенир» орус элдик ансамблинин солисттери өзүнүн талантын тартуулашмакчы.
была молодая, и мне в окошко светила луна. Появилась прядка седая, и луна бы мне теперь не нужна. Ой, появилась прядка седая, и луна бы мне теперь не нужна. А ты сумела растопить в сердце льдинку, и луна стала ярче светить. Попрошу я у дочки косынку, а чтоб тебе на свидание сходить. Я надену нарядное платье, а выйду в ясную летнюю ночь. Что с моею душою творится, не поймет моя юная дочь. А что с моею душою творится, не поймет моя юная дочь. Время придет, и дочка полюбит, и взгрустнет, и заплачет не раз. А мое запоздалое счастье пусть простит моя доченька Я когда-то была молодая, и мне в окошко светила луна. Появилась прядка седая, и луна бы мне теперь не нужна. Ой, появилась прядка седая, и луна мне теперь Но у нас вновь на связи город Москва и заслуженная артистка России Нина Шацкая, которая вместе с солистом Кыргызской национальной филармонии Аксаем Мукамбетоулу исполнят следующую композицию нашей программы. Верни мне музыку деп аталат кезектеги үрдесте. Азыр бизде адаттагыдай эле кайрадан Москва менен байланышабыз. Себеби дегенде Россиянын эмгек сиңирген артисти Нина Шацкая жана дал ушул Кыргыз улуттук филармониянын солисти Аксай Мукамбет уулу экөө биргеликте керемет ырды аткарып берсин. Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада, что сегодня в День России я имею возможность выступать вместе с коллегами из Киргизии. Я была в вашей прекрасной стране, в стране изумительных озер, прекрасных цветных гор. И я наполнена массой впечатлений, очень ярких. И рада, что сегодня мы объединяем усилия артисты Киргизии, артисты России и даем общий концерт. И надеюсь, до новых скорых встреч уже на сценических площадках Киргизии. Вслед за мной на водных лыжах ты летишь, за спиной растаял след от водных лыж. Ты услышь их музыку, услышь, как от
волшебного смычка, такая музыка. Уведу тебя от дома, уведу на радость и беду. Уведу на радость и беду. Одной натянутой струной связаны мы с тобой. Ты сквозь года летишь со мной, как будто ангел загорелый за спиной. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Никогда не возвращусь я, никогда, никогда не запоет уже вода. Без следа все смыло, без следа. Ложь не нужна, ей грош цена, струна оборвана. Ты сквозь года летишь со мной, как будто ангел загорелый за спиной. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Ты сквозь года летишь со мной, как будто ангел загорелый за спиной. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Музыка, музыка. Ну а следующая песня нашей программы звучала по всесоюзному радио и телевидению. Ее включали в программы ведущие солисты многих стран мира. Она даже была переведена на японский и немецкий языки. Ведь ее прелесть в яркой самобытной музыке, которая придает словам задушевность, полет и пространство. И не случайно в нашем концерте в сопровождении солистов ансамбля «Россия» песню «18 лет» исполнит одна из самых романтичных исполнительниц Кыргызстана, заслуженная артистка Кыргызской республики Джилдыз Осмоналиева. Сахнада Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Джилдыз Осмоналиева. За рекой, за лесом солнышко садится, что-то мне подружки
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Жылдыз Осмоналиева. Ну, а песня, которая прозвучит сейчас, в считанные годы завоевала сумасшедшую популярность. Без особых усилий со стороны продюсеров ее спели десятки, а затем сотни и даже тысячи самых разных исполнителей. Она парализовала миллионы душ в каждом уголке планеты, где хоть немного говорят и думают по-русски. Музыка Игоря Матвиенко, слова Александра Шаганова «Конь». На сцене солисты ансамблей «Семетей» и «Сувенир». Азыр жаңырчылар өз убагында аз вакыттын ичинде чоң популярдуулукка ээ болгон, миллиондогон жүрөктөрдө орун алып, көптөгөн инсандардын жүрөгүнө жеткен деп айтсак жаңылышпаспыз. «Конь» деп аталат. Сахнада «Семетей» ансамблинин солисттери сиздер үчүн ырдап бермекчи. Жана «Сувенир» тобун чакырып коюуга уруксаат этиңиздер. Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Сяду я верхом на коня, ты неси по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Дай-ка я разок посмотрю, где рождает поле зарю, рождает поле, пойду снежный свет, алый на рассвет. Пойду снежный свет, алый на рассвет. Али есть то место, али его нет. Полюшка мое, родники, дальних деревень огоньки, золотая рожь да кудрявый лен. Я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Золотая рожь да кудрявый лен. Я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Будет добрым год хлебород, было всяко-всяко пройдет. Ой, золотая рожь, ой, кудрявый лен, ой, о том, как я Россию люблю. Ой, золотая
Семетей жана сувенир ансамбле. Еще раз добрый день, дорогие телезрители. Мы обращаемся к тем, кто совсем недавно или только что присоединился к нашей прямой трансляции большого праздничного концерта, посвященного Дню России, который проходит в рамках перекрестного года между нашими странами. Люди не выбирают место своего рождения на земле. Они могут жить в разных странах, иметь различный цвет кожи, говорить на разных языках. Но слова «Родина», «Отечество», «Отчизна» и «Мать» святые для каждого из нас. Для вас поет заслуженная артистка Кыргызской республики Юлия Рудская. Песня «Эникем, моя мама». Мы адресуем ее всем мамам России и Кыргызстана. Будьте здоровы! Бардык апаларга арналган керемет чыгарма «Энекем». Сиздер үчүн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Юлия Рудская аткарып өтсүн. Кезим өтсү дагы эртелеп ай меримиңе чөккүм келет эркелеп ай сабыр сөзүң жүрөгүмө күч берген демеген ай ал пештеге жарык берген Энекем ал пештеген жарык берген Энекем Сен жанымда болсун дүйнө кең экен ай Сен болбосоң бүткүл дүйнө кем экен ай Мен адашсам жарыгымсың жолума нур сепкен ай Ал пештеген жарык берген Энекем ай ал пештеген Терметкен ай Талбас жаным тынбады о Эмгектен ай Эркелеген балалыгым Керемет кезеген ай Ал пештеген жарык берген Энекем
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Юлия Руцкая. Они давно хотели спеть вместе. Заслуженный артист России, композитор, аранжировщик и продюсер Валерий Семин и человек, который прославил Кыргызстан на всевозможных российских телевизионных музыкальных проектах. Заслуженный артист Кыргызской Республики Кайрат Примбердиев. И сегодня в рамках нашего концерта у них появилась такая уникальная возможность. Для вас поют Валерий Семин и Кайрат Примбердиев «Я любил одну милую». Орусия жана Кыргызстандын таланттары бир сахнада. Сиздер Орусия күнүнө арналган майрамдык концертти көрүп жатасыздар. Дал ушул эки өлкөнүн таланттары азыр сиздер үчүн өз ырын тартууламакчы. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кайрат Примбердиев жана орусиялык эмгек сиңирген артист Валерий Семин. Я любил одну милую, дорогую, хорошую, сколько было ей сказано, сколько было распрошено. Я дарил голубые все цветы полевые, я ей сердце свое подарил. Потому что любил, потому что любил, потому что я очень любил. Но она не ответила, обманула, слукавила и с любовью несчастною одиноким оставила. Все цветы полевые, я ей сердце свое подарил. Так зачем я любил, так зачем я любил, так зачем я так сильно любил? Я дарил голубые все цветы полевые, Я ей сердце свое подарил, потому что любил, потому что любил, потому что я очень любил. Я дарил голубые все цветы полевые, я ей сердце свое подарил, потому что любил, потому что любил, потому что я очень любил. Заслуженный артист Кыргызской Республики Кайрат Примбердиев и заслуженный артист России Валерий Семин. Дорогие друзья, Назира, я не могу не сказать несколько слов об этом замечательном человеке, об композиторе и авторе Валерии Семине. Дело в том, что специально к перекрестному году Валерий Семин в соавторстве с российским поэтом Валерием Калинкиным специально для меня написали замечательную композицию, которая называется «Кыргызстан мне отчий дом». И я с большим удовольствием хочу спеть ее сегодня в нашем праздничном концерте. Эмесе келиңиздер, менин кесиптешим сиздер үчүн керемет ырдестени аткарып өтсүн. Игорь Воронцов. Нет тебя, земля моя, чудесней,
над тобою светил небосвод. Сколько бы ни спел тебе я песен, мой потомок новые споет. По небу лебеди плывут, горит рябина за окном, Россию матушкой зовут, а Кыргызстан мне отчий дом. Дожди желанные пройдут, окликнет небо вешний гром, Россию матушкой зовут, а Кыргызстан мне отчий дом. Не заманят дальние нас дали, нет милей отеческой земли. За тебя стеною мы стояли, чтобы снова яблони цвели. По небу лебеди плывут, горит рябина за окном, Россию матушкой зовут, а Кыргызстан мне отчий дом. Дожди желанные пройдут, окликнет небо вешний гром, Россию матушкой зовут, а Кыргызстан мне отчий дом. Вновь хлеба твои заколосились, а заря с лазурью пополам. Я еще спою тебе, Россия, и тебе спою, мой Кыргызстан. По небу лебеди плывут, горит рябина за окном, Россию матушкой зовут, а Кыргызстан мне отчий дом. Дожди желанные пройдут, окликнет небо вешний гром, Россию матушкой зовут, а Кыргызстан мне отчий дом. С праздником, дорогие друзья! Игорь Воронцов өзгөчө колчоолор болсун деп айткым келет. Негизи эле азыркы ырдесте көпчүлүктүн жүрөгүндө орун алат десем жаңылышпасмын. Себеби дегенде Медин Алыбаевдин сөзүнө жазылган обону Нуркан Турсунбаевдин Москва аталышындагы ырдестени биринчи жолу бет ачарын жасып, азыр ушул сахнада бизге Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бакыт Ыбыкеев аткарып бермекчи. Москва. Тосуп алабыз. Москва, Москва, ататанкың өтө бийик. Кубанып, турсаң болот жүрөк сүйүп. Балбылдап Кремльдин бурчунан, көкөлөй өчпөс жылдыз көккө тийип.
аңсаймыққо сенің атың. Жүрекке қандай жақын сенің атың. Сүреттеп сүйгендікті бүт айта албас. Сен үшін ел жүреген нечем атың. Москва, 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 Москва. Москва, аяланға атын малим. Көрсектеп, еңсеп жүрі тарким. Москва деген сөзді қолақ шалса, ардайым еске түйші тұлу Ленин. Москва, 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 Москва. Москва, Москва, сүйменшіксің барына тең. Майышпас, түркігісің еліңден сен. Достықтың шамшырағы күйіп тұрат. Балбылдап қасиетті Кремльден. Москва, 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 Москва. Қырғыз Республикасының эмгек сіңірген артисти Бақыт Ыбыкеев. Орусия улуу өлкө, дайым сыймыктанабыз. Терең тарыхы дайым бизди суктандырат. Достуктун, ынтымактын үлгүсү. Биз аны сүйүп, Орусия бир бор энем деп айтып келебиз. Дал ушундай аталыштагы керемет чыгарманы «Сувенир» орус ырларынын ансамбле аткарып берсин. Еще раз возвращаясь к теме сегодняшнего концерта, хочется отметить, что великая страна, которой сегодня поем мы славу, является примером дружбы, соседства и сотрудничества. Но мы все называем ее ласково «Матушка Россия». На сцене ансамбль русской песни «Сувенир». «Матушка Россия». Позабыть все боли
Рука с рукой, плечом к плечу, союз народов наших вечен, отечеств нашу всю красу, акины пели в своей речи. Так пусть же птица злой вражды не залетает в наши страны, и крепче будут все мосты, что нас объединяют. Бишкек, Москва, так называется заключительная песня нашего концерта, а споет ее для вас заслуженная артистка Кыргызской республики Гульнара Тайгамбаева. Сахнада Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлнара Тойгонбаева Бишкек, Москва чыгармасын аткарат. Ezelden elim ensegen şarım, eline elim sungan kol. Kılındın büttöz kıyrın basın, жүрөктөн чыккан ушул жол бүтпөй улансын дайым, асманда жерде улансын, дүңгүрөп турган достук кадайым, жайнатып дүйнө кубансын. Бишкек, Москва, алысың, жакынсың, элесиң жүрөктө дайым. Москва, Бишкек, атагың алыска, тарасын жыл өткөн сайын. На этой земле будет каждый раз прославленной дружбе навек. Сестрица Москва, у тебя есть брат, красивый и гордый Бишкек. Россия, ты знаешь немало стран и даришь им дружбу свою. Ты помнишь, что любит тебя Кыргызстан, тебе эту песню пою. Бишкек, Москва, две души, два сердца, вы побратимы города. Москва, Бишкек, верное соседство и дружба наша навсегда. Бишкек, Москва, алысың, жакынсың, элесиң жүрөктө дайым. Москва, Бишкек, атагың алыска, тарасын жыл өткөн сайын. Бишкек, Москва, две души, два сердца, вы побратимы города. Москва, Бишкек, верное соседство и дружба наша навсегда. Россия, ширь, горный край киргизский, вы в сердце вместе навсегда. Россия, ширь, горный край киргизский, вы в сердце вместе навсегда. Еще раз с праздником, дорогие друзья! С Днем России! Орусиянын жана Кыргызстандын ынтымак ырашкерлиги арта берсин. Жашасын достук! На сегодняшнюю концертную программу для вас провели очаровательная Назира Кадыева. Жана ошондой эле менин кесиптешим Игорь Воронцов. Дорогие друзья, до новых встреч! Будьте счастливы и будьте здоровы! Бар болуңуздар!